Перед городом вновь стал земельный вопрос. Многодетные семьи в ожидании законных участков, но в набережных Челнах свободных площадок нет. На сегодня собственной землей обзавелись более 2000 семей с 3 и более детьми. На очереди чуть более 400. Где взять земли, узнала моя коллега Гульнара Миниханова. В семье Айгуль Майлуновой появился 3-й ребенок. Супруги сразу собрали нужные документы и подали заявление для бесплатного получения земли многодетным семьям. Сейчас ждут письмо из мэрии. О том, что земли у города нет, они знают. И их беспокоит неизвестность. Говорят, что в Челнах закончились земли для многодетных семей. Но если бы нам дали этот земельный участок, мы планируем там построить дом, жить там большой дружной семьей. Сейчас мы живем в двухкомнатной квартире, но с 3 детьми места маловато. Вся проблема с нехваткой земельных участков в том, что земли в России в основном находятся в частных руках. Нашему городу повезло. Предприниматель из Тукаевского района подарил Челнам собственные 300 гектаров. Сейчас у Челнов по-прежнему нет лишней земли. Единственная возможность исполнить закон – договориться с Тукаевским районом. Однако процесс это долгий. Сначала сами переговоры, затем изменение границ земель Тукаевского района, оформление земли в собственность Челнов. Стоит отметить, что ситуация в Челнах менее острая по сравнению с Казанью. Большая часть многодетных семей уже имеют свои участки. В исполнительный комитет города поступило 2891 заявление от многодетных семей. На сегодняшний день 2681 многодетная семья включена в список на получение земельных участков в соответствии с постановлением исполнительного комитета. Из них 2240 многодетным семьям предоставлены земельные участки. Осталось предоставить 441 семье. Валерий Титов – счастливый отец 3 детей и обладатель собственного участка. Его семье повезло. Ждать пришлось всего полгода. Супруги попали в так называемую первую волну, когда земля нашлась в кратчайшие сроки благодаря подарку предпринимателя. Вместе с женой Юлией мужчина планирует построить дом. Пока на заросшем сорняками земельном участке работы он не проводил. Отсутствует электропроводка, нет асфальтированной дороги. Тем не менее, по словам Валерия, большинство соседей намерены строиться. Нас земельный участок вполне устраивает. Ну и, соответственно, на этом земельном участке мы планируем построить дом. Для этого необходимо, конечно, будет денежные деньги для того, чтобы построить, как говорится, дом. Наверное, в порядке, мы с супругой, с моей Юлией подсчитывали, где-то в денежной форме выражаться будет где-то в порядке 1,5–2 миллиона. Такую крупную сумму выделить из бюджета под силу не всем многодетным семьям, поэтому часть из них сразу же начали продавать землю. Пока в самом поселке Подсолнух работы по проведению инженерной инфраструктуры и дорог не ведутся. На эти цели городу необходимо около 5 миллиардов рублей. В план строительства включены 4 детских сада, торговый комплекс, аптека, 2 школы. Гульнара Миниханова, Ильнас Тимирбаев, Дмитрий Рачеев для программы «Новости».